Архивные фотографии и экспонаты со Второй мировой войны. Этот музей в селе Нылга посвящен директору Нылгинской школы Кириллу Иванову, который стал преподавателем истории после службы в армии. Именно с него началась известная в Увинском районе педагогическая династия Ивановых-Рыловых. С ее продолжателями лично познакомился глава Удмуртии Александр Бричалов во время рабочей поездки в район и вручил им памятный подарок. Я ищу ребенка. Вот ищется. Привет, Владимир. Мы не знаем, что ты волейбол. Говорит, ты играешь в волейбол или так? Да. Не меньший вклад в развитие района внесло предприятие «Орион», которое производит фанеру и изделия из шпона. Сегодня здесь работает около 700 человек. Свой товар компания отправляет в разные страны. На экспорт, в принципе, не больно тяжело выходить, но из-за заказника у нас была проблема, мы не могли сертификат получить в ОСИ. Ну, сейчас как бы вопрос решился. Мы отправляем гнутоклеенные детали в Италию, отправляем фанеру, значит, в Азербайджан, Якибет. В 2016 году через корпорацию МСП 106 миллионов получили. Сейчас через ФРП, значит, нам выделили, в общем-то, ну, это все, конечно, целевые деньги. По словам Александра Бричалова, республика и в дальнейшем продолжит активно работать с предприятием. Помимо этого, традиционные итоги проделанной работы за год в присутствии руководителя региона подвел глава Увинского района во время встречи с местными жителями. Так он отметил, что в районе решен вопрос с льготами на проезд для пенсионеров, сирот, школьников, многодетных и малообеспеченных семей. Разрешили проблемы с арендой лесов и с отсутствием аппарата УЗИ в больнице. Проработал вопрос по приобретению аппарата УЗИ, перинатальное отделение Увинская районная больница. Он приобретен, но в рамках аренды. Но это, по крайней мере, гражданам без разницы, аренду или приобретен, вопрос решен, и сегодня услуги оказываются. Во время встречи жителей района интересовали вопросы строительства школ, появления медицинских комплексов в отдаленных деревнях и развития спорта. Александр Бричалов подчеркнул важность этих тем и поделился планами на следующий год. В любом случае год будет стройки, потому что у нас ясли, у нас площадь, у нас, значит, достройка объектов, таких как там бассейн, школы, детские сады. Но какой объем, посмотрим. Подводя итоги поездки, Александр Бричалов отметил, что Увинский район сегодня находится в числе лучших в республике.